Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о переходе нападающего Эдинсона Кавани. Соглашение с 33-летним игроком, который ранее выступал за французский Пари Сен-Жермен, рассчитано на 1 год с возможностью продления еще на сезон. В составе парижского клуба Кавани играл с 2013 года. Он принял участие в более 300 матчах, в которых забил 200 голов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Также на счету уругвайца 43 результативные передачи. Вместе с ПСЖ Кавани 6 раз становился победителем чемпионата Франции и 5 раз обладателем Кубка Лиги. Также форвард по 4 раза поднимал над головой кубок и суперкубок страны. Лев Яшин вошел в число претендентов на попадание в команду мечты по версии France Football. Сотрудники журнала провели опрос среди 177 журналистов ведущих мировых изданий, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную. Помимо Яшина в число претендентов на позицию вратаря вошли англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дин Цзов, испанец Икер Касильяс, немцы Зап Майер и Мануэль Нойер, камерунец Томан Коно и датчанин Петер Шмейхель и голландец Эдвин ван дер Сар. Итоги голосования будут подведены в декабре. Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем в матче 4-го круга открытого чемпионата Франции, проходящем в Париже. Встреча завершилась со счетом 6-7, 7-5, 6-4, 7-6. В четвертьфинале турнира россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который в 4-м круге выиграл у болгарина Григора Дмитрова. В данный момент Рублев занимает 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В его активе 5 побед на турнирах под эгидой данной организации. В состязаниях серии «Большого шлема» его лучшим результатом является выход в четвертьфинал. Матч между Рублевым и Циципасом состоится 7 октября. Хоккеисты казанского «Акбарса» победили уфимский Салават Юлаев в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе победителей дубль оформил Стефан да Коста. По одному разу отличились Джастин Азеведо и Артем Галимов. Единственную шайбу уфимцев забросил Алексей Пустозеров. «Акбарс» прервал трехматчевую серию поражений и поднялся на вторую строчку в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков. Салават Юлаев идет следом на третьей позиции, имея в активе 18 пунктов. В следующем матче «Акбарс» в гостях сыграет с Подольским «Витязем», а уфимский клуб на своем льду встретится с новосибирской «Сибирью». Американский боец Джастин Гейджи намерен досрочно завершить поединок против чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Напомним, бой между спортсменами пройдет 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби. В данный момент на счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. В активе Гейджи 22 победы и 2 поражения. Я хочу закончить бой так, чтобы он сдался. Я хочу, чтобы он узнал, что я атлет высочайшего уровня, который превосходит его во всем. Это моя цель на бой, заявил Гейджи. Министерство по физической культуре и спорту республики призывает якутян соблюдать меры предосторожности при занятиях в спортивных объектах. В своем сообщении министерство напоминает любителям спорта о том, что они должны носить маски и перчатки в течение всего времени пребывания в спортивном комплексе, за исключением времени тренировок, соблюдать дистанцию 1,5 метра, а также иметь справку от терапевта о допуске к занятиям. Для удобства посетителей в ряде спортивных объектов министерства была введена система цифровых пропусков, благодаря которому посетитель может выбрать спорткомплекс, дату посещения и провести оплату. Напомним, в данный момент работу ведут тренажерные залы в стадионе Туймада, плавательных бассейнах Самородок и Чолбон, а также спортивных комплексах Мадун и Дохсун. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!